Руслан, недавно поняла, что темный я человек все-таки в вопросах экологии. Почему? Вот нашу ювелирку, да, а как портится природа при добыче такого золота, даже не задумывалась. Слушай, ну если до абсурда доходить, то нужно отказываться от телефонов, от бытовой техники, вообще от всего того комфорта, к которому мы привыкли, честно говоря. Надо как-то соблюдать баланс между там экологией и промышленным развитием. А кто должен следить за соблюдением этого баланса? Редкий промышленник по своей воле будет заботиться об экологии. А мы вот как раз, покупая такие колечки, голосуем рублем за такого промышленника. Ну, слушай, погоди, я бы поставил вопрос по-другому. Почему одним хозяевам рудников, заводов достаются вершки в виде офшорных дивидендов, а другим местным жителям достаются корешки в виде опасных отходов? Это вопрос справедливости на самом деле. Давай сегодня поговорим об этом и попробуем в этом разобраться. Давай. Золотое дно Зауралья. Все это отражается на качестве жизни, например, на здоровье. Почему некоторым добытчикам подземных богатств закон не писан? Ты должен вкладываться в эту территорию, и люди должны видеть от этого пользу. Заработал на природе, убери за собой. Все добывающие компании все нарушают. Копать нельзя сохранить, где поставить запятую. Разбираемся сегодня в «Честно говоря» на БСТ. Проблему экологии при добыче полезных ископаемых в Башкирии обсуждают уже не первый год. Особенно это актуально для Зауралья. Золото, медь, граниты, диориты. Чего там только нет. Полная таблица Менделеева. Но если раньше просто обсуждали, то теперь региональная власть повернулась к этой важнейшей проблеме лицом. Причем первым лицом. Ее решение Ради Хабиров взял под личный контроль. Заработал на природе, убери за собой. Требование, озвученное Владимиром Путиным, аксиома, которая кажется простой и логичной, но люди, живущие с детьми и хозяйством рядом с разработкой месторождений, зачастую видят только безжизненные отвалы и все покрывающую пыль. Многим не очень добросовестным копателям наших подземных богатств природоохранный закон, к сожалению, не писан. Как соблюсти разумный баланс между сохранением окружающей среды и промышленным развитием, при этом не впадать в крайности, и при чем здесь совесть? Эти и другие жизненно важные вопросы обсуждаем сегодня в прямом эфире «Честно говоря» вместе с Алсу Слейкаевой и нашими гостями. Итак, их представлю. Азат Шамильевич Бадранов, вице-премьер правительства Республики Башкортостан. Урал Салаватович Искандаров, министр природопользования и экологии Республики Башкортостан. И Алексей Николаевич Грицук, начальник отдела геологии и лицензирования департамента по недропользованию Приволжскнедра по Республике Башкортостан. Ну, если попроще говорить, то это Башнедра. Здравствуйте, уважаемые гости. Мы рады видеть вас у себя в студии. Одна из самых горячих точек экологической карты Башкортостана – это Зауралье, и в частности Баймакский район. Наш корреспондент Тимур Давлетов побывал там в командировке, привез материал, и мы сделали сюжет. Давайте посмотрим и потом обсудим. То, что золотодобытчики на баймакской земле ведут себя как экологические варвары, красноречиво молчит вот это безжизненно изувеченное русло реки Таналык. Но не молчат местные жители. Вот уже 3 года они через соцсети привлекают внимание общественности и властей к проблеме. Посмотрите, лунный ландшафт. Мы здесь родились, мы здесь росли, мы здесь купались, рыбачили, здесь проводили все наше детство. Сейчас во что превратили? Бардак. Ради чего? Ради золота. Я вот проживаю здесь 7 с лишним лет. И болеет, душа болеет у всех, не только у меня, у всего населения. Просим помочь нам избавиться от этих упырей. Больше я их так назвать не могу. Все, что осталось от реки Таналычка, это лишь одно название, как говорят местные жители. Раньше это был полноценный глубоководный водоем, и уровень воды достигал примерно вот этой отметки. Но из-за того, что золотари возвели вот такую своеобразную дамбу, все, что осталось от реки, это вот такой небольшой водоем. Русло реки искусственно изменено, а плодородная почва на площади 5 гектаров изничтожена бульдозерами. К такому выводу пришли надзорные органы, проверив работу золотодобывающей компании «Таналык». Ущерб – 500 миллиарда рублей, заявили инспекторы Росприроднадзора. И вынесли предписание в кратчайшие сроки начать рекультивацию отработанного участка. Тем более лицензия на него закончилась 1 июня. У нас очень часто бывает, лицензию дают, она поэтапно должна осуществляться. Он должен одно место разработать, потом рекультивировать, переходить на другое. А он всю лицензию, всю территорию, то есть в определенном промежутке времени перепашет и потом исчезает.
В руководстве компании «Тонолык» в свою очередь заявляют, исчезать не собираются. Ведь у них есть разрешение от федерального агентства «Роснедра» на поиск золота на участке рядом с озером Талкас, которое вскоре по поручению Радия Хабирова должно стать особо охраняемой природной территорией. В этом году начинаем конкретно заниматься по рекультивации. У меня для этого есть Макшейдер, который с нами работает, то есть опытный, главный горный инженер. Они сейчас этот проект разрабатывают, план рекультивации. Мы уже в администрацию дали, согласовали, то есть будем его придерживаться. Мы уже начали рекультивацию делать. Объективно, возможности региональных властей влиять на промышленников сильно ограничены законодательством. Я встречался с руководителем Роснедра Российской Федерации. Одно из замечаний местного населения было, чтобы они согласовывали с субъектом о том, что выдается лицензия. Но они пока мотивируют тем, что у нас выдача лицензии предусматривается только на основании решения комиссии созданной, а в составе комиссии есть в том числе и представитель субъекта Российской Федерации, в том числе, то есть, в данном случае Башкортостана. То есть, если есть какие-то вопросы, то есть, они считают, что он может с вами высказать. Поэтому пока законопроект не проходит, но работа продолжается. Я считаю, что вот здесь изменения должны быть. Бизнес оправдывает себя буквой закона и отчисленными налогами. Чем живет население за промышленным забором, их явно не интересует. Законодательно закреплено именно уплата налогов. А именно социальные обязательства – это уже как раз-таки наши договоренности, то есть как мы будем разговаривать и выстраивать свои отношения. Обязывать их так такового воздействия нету. Азат Шамильевич, ну вот ситуацию, которую мы показали в сюжете, вы знаете не по телекартинке, да? Вы глубоко в теме, неоднократно там бывали, встречались и с местными жителями, и с разработчиками, и, естественно, диалог вели с властями. Ситуация серьезная, безусловно, но мы видим, что власть тоже озабочена этой ситуацией. Вот два вечных российских вопроса. Кто виноват и что делать? Согласен. Во-первых, на мой взгляд, такая ситуация сложилась, и виноваты здесь, наверное, все по чуть-чуть, каждый в меру своей ответственности. Видимо, не вчера, а уже... Она сложилась не вчера, она складывалась на протяжении, наверное, вот всего этого постсоветского времени. То есть, когда вопросы недропользования ушли в такой коммерческий оборот, и различные частные инициативы могут реализовываться таким образом. И, на мой взгляд, проблема заключается в том, что вроде бы как у нас регламентировано все, законодательством прописано, и рекультивация, и в лицензионных соглашениях, при выдаче лицензии, это все тоже прописывается. То есть компании под это подписываются, федеральные органы это им предписывают еще до начала работ. Но, к сожалению, складывается такая ситуация. Она складывается потому, что что не контролируется, то не исполняется. Простое правило. То есть жесткость наших законов легко компенсируется необязательностью их исполнения? Ну, по большому счету, да. И это вот такое простое управленческое правило. Если где-то необходимо навести порядок, необходимо усилить контроль и надзор за тем, что должно быть сделано. Вот, потом, когда мы начали анализировать, смотреть, выезжать, общаться, вникать, вот всех коллег, и в том числе федеральные надзорные органы, привлекать к этим вопросам, вроде бы там все начинают, что необходимо менять законодательство и так далее, и так далее. Мы начинаем понимать, что, в общем-то, если мы все вместе начнем за этой проблемой смотреть, следить, каждый в своей части, то есть муниципалитеты в части земельного надзора, усиления, Росприроднадзор по части жалоб, может быть, на работе с населением, Россельхознадзор. Таким образом, надзорных органов у нас хватает. Надзорных органов хватает, не хватает межведомственного взаимодействия. К сожалению, это касается не только вопросов недропользования, природопользования. А в чем проблема создать эту комиссию? Вот они же как раз и заговорили после последнего совещания. Проблем нет, она создается. Вот у нас буквально вчера вечером пришел последний ответ от
оставшегося федерального органа, то есть у нас там порядка, наверное, около 7 федеральных органов своих представителей дали. Они все входят, они все будут входить в состав этой комиссии? Они все будут входить в состав этой комиссии, и документы вот фактически уже на подписи у главы республики. Понятно. Алексей Николаевич, вы будете входить в эту комиссию? Да, конечно. Как эта комиссия может повлиять на выдачу лицензий, которые дает Роснедра? Ну, я думаю, повлиять прямо на процесс сам выдачи она не может, потому что это выдача лицензии регламентируется федеральными законами. Комиссия может способствовать реализации этих лицензионных условий. То есть, ну, как Азат Шамилевич сказал, конкретно выполнение, контролю и соблюдению этих условий. Урал Салач, скажите, пожалуйста, вот я слышал неоднократно мнения и даже, возможно, жалобы на то, что местным региональным органам исполнительной власти не хватает полномочий для того, чтобы влиять вот на конкретные такие экологические ситуации. Так ли это? Ну, это не совсем так. Вот я как пришел на эту должность, да, одним из моих первых приказов был об обязании недропользователей заключить с администрациями договор, соглашение, экономическое социальное соглашение. То есть мы прямо в условиях лицензионного соглашения прописывали недропользователям, что они обязаны заключить с администрацией договор, социальное экономическое соглашение, где чтобы предусматривалось, чтобы они могли трудоустроить местное население, потом соблюдали социальную ответственность. Социальную ответственность, чтобы, допустим, строили объездные дороги, чтобы не пылили. И что они на эти соглашения выполняют? Ну, да, многие недропользователи заключают вот такие соглашения. Сейчас готов подключиться с нами на прямой связи из Баймака, прямо вот из того района, где снимали сюжет, местный житель, экоактивист Идель Султанов. Есть связь с ним? Идель, здравствуйте, добрый вечер. Вечер добрый. Да-да, вы нас слышите? Да, слышим. То есть вы уже слышали то, о чем мы начали говорить в нашей студии в прямом эфире, честно говоря, о ситуации, которая вот за вашей спиной, да? Да, как раз. Что находится, вот где вы стоите, скажите, пожалуйста, что это за место? Сзади у нас как раз находится русло реки Таналык, которое сегодня, если честно говоря, руслом назвать нельзя. Здесь на протяжении нескольких лет они именно копали это русло, выкачивали воду отсюда для своих производственных нужд. И эта проблема уже для нашего города примерно идет на протяжении 3-4 лет. Последние года особенно это стало заметно, потому что у нас в городе Баймак пересох вообще практически центральный пруд. Здесь мы 28 апреля встречались с собственниками, именно с представителями золотодобывающей компании. 28 апреля мы встретились, и у нас были договоренности, что к 15 мая они полностью восстановят русло реки. Мы 16 мая приехали сюда, однако никаких на сегодняшний день действий с их стороны нет. То есть свои обещания, которые они дали местным жителям и местной власти, они не выполнили, так получается, да? Нет, сегодня вообще никаких движений. И более того, 1 июня, мы как знаем, у них закончилась лицензия, срок лицензии, да, и они сегодня уже начали вывозить технику. По нашей информации, они вроде бы хотят там 3 единицы техники оставить, но 3 единицами техники, я не знаю, здесь лет 5 они, наверное, будут рекультивацию вести. Идель, то есть получается, что разработчики вообще наплевательски совершенно относятся вот к экологии вот этого очень живописного ранее места, да? Это безусловно, это варварский метод добычи, это все признают, даже те люди-ветераны, которые в этой отрасли работали, они все говорят одно, что это варварский метод. Спасибо, к разговору с вами мы еще вернемся обязательно. Давайте послушаем несколько авторитетных мнений о причинах и происхождениях экологического цинизма среди разработчиков природных богатств. Все добывающие компании, все нарушают абсолютно. Но они в рамках того законодательства действуют, которое есть. Вот. Если их не принуждают там делать
восстановление, да, какое-то, то они и не делают. Или, значит, рекультивация там она предусмотрена, но никто не контролирует это, например, да? Мы зарекультивировали, другой вопрос как. Я вам точно скажу, ни один наш бизнесмен, который вышел из диких 90-х, никакой социальной ответственности не будет никогда иметь. Следующее поколение, может быть, я не знаю, как их будут воспитывать. А у остальных только деньги в глазах, и все. Их не интересует абсолютно ничто. Большинство из них, они живут за рубежом в чистых альпийских, значит, ландшафтах. Вот и все. Мы обнаружили, что бенефициаром одной довольно крупной добывающей структуры золота является представитель, гражданин Украины, бывший, если не ошибаюсь, точно бывший депутат Верховной Рады, занимал какие-то там позиции, который, кстати, включен в санкционный список по постановлению правительства Российской Федерации. Поэтому удивительные вещи происходят. Как бы, с одной стороны, это незаконно, не противозаконно, я имею в виду, но совершенно точно полагаю, что нам всем есть повод задуматься, куда это все уходит, кто зарабатывает на этих. То, что я увидела, не вызывает у меня никаких позитивных эмоций и уж точно не вызывает у меня никакого желания сидеть сложа руки, потому что то, что мы увидели огромные шлам-накопители разноцветного, симпатичного даже цвета с вертолета, совершенно не значит, что это должно оставаться в таком виде. Мы не видим ни одного проекта рекультивации, мы не видим... Ну, то есть, что мы будем делать? Следующую карту строить, еще дальше заходить? У нас там фактически паводковая ситуация, достаточно близко к этому подходящие водные объекты. Ну, то есть, много проблем. Ну, вот такой, вопиющий пример, да, который вызывает, наверное, справедливое возмущение местных жителей. Алексей Николаевич, наверное, вопрос к вам, да? Вот как это можно прокомментировать? Конкретно к этому примеру хочу сказать, да, что лицензия действительно кончилась 1 июня. И в приказе департамента по недропользованию мы им прописали привести все нарушенные земли в состояние, пригодное для дальнейшего использования. Сейчас они если коротко, Алсу, сейчас как они могло должны до такого дойти? Это вот так случилось? Или отсутствие контроля? Слабый контроль, отсутствие контроля. Азат Шамильевич, по поводу вот контроля, да, власть должна употребить свою силу, рычаги и влияние. Это возможно и это нужно, да? Это возможно, это нужно. Ряд мер мы уже проработали. То есть там же, вот почему так случается? То есть вопрос баланса экологии и экономики. У нас эти компании входят в категорию малого и среднего бизнеса. На малый и средний бизнес у нас наложен мораторий на проведение проверок. То есть практически все надзорные органы лишены в настоящее время возможности их проверять. Хотя ущерб от их деятельности он немал. Да, такая возможность существует только у органов прокуратуры, и то по жалобе местных жителей, возможно, каких-то правозащитников, общественников на вред здоровью и так далее, и так далее. Насколько мне известно, такая жалоба уже в том числе подана для того, чтобы актуализировать и оценить тот ущерб, нанесенный компании. Это, во-первых. Во-вторых, вот в рамках тех мер, которые мы принимаем по поручению главы республики, помимо создания межведомственной комиссии, мы расширяем штат Министерства экологии и природопользования. Кого хотите взять? Экологические инспектора плюс маркшейдеры. То есть, сейчас Урал Салаватович подробнее расскажет. Да. Для чего я об этом сейчас говорю? Вот для того, чтобы с нерадивыми недропользователями разговаривать уже с позиции уголовно-правового закона, необходима оценка ущерба. А, к сожалению, как выяснилось, когда мы все собрались и обсуждали, таких специалистов нет нигде. Хотя несомненно, что призвать к порядку их необходимо. Люди уже потеряли края и совесть. Да? Да, то есть даже ситуация сложилась таким образом, и там представители силовых органов говорили, что поступает жалоба, что там брошенный карьер, примерно известно, кто это делал, кто занимался.
они начинают на эту жалобу реагировать, проверять. Выясняется, что негде взять специалистов, кто бы оценил этот ущерб. И дальше вот вся история эта пошла. Ну вот, пользуясь тем, что да, у нас в гостях министр экологии и природопользования, какие конкретные меры принимаются для укрепления ваших возможностей в этой части? Ну, я начну с того, что... Люди, ресурсы, техника. Вот я начну с того, что вот земельный надзор у нас осуществляет Росприроднадзор. Вот представьте, вот у них под контролем 2000 предприятий республики, и по земельному надзору у них вот в штате у них все порядка 30 человек всего на всю республику. 25. Сейчас 25 уже, видите уже. И поэтому они физически вот не успевают это дело контролировать. Вот спасибо вот Раиде Фаридовичу, да, вот сейчас вот нам открывает финансирование, выделяет дополнительно 4 инспекторов, государственных инспекторов. Они будут у меня базироваться 2 в Учелах и 2 в Сибае. Ну, это такие уже конкретные, да, точечные меры. Они будут именно конкретно заниматься этими вопросами. А вот эти специальные... Сейчас, подождите. Также нам... Урал Салович, я прошу прощения, мы обязательно к этому разговору вернемся после короткой рекламной паузы. Уважаемые зрители, пожалуйста, не переключайтесь. Руслан, но мы сейчас больше говорили об экологической ответственности, а хочется поговорить о людях, которые бок о бок с этими месторождениями живут. Во всем цивилизованном мире бизнесмены думают о них. Ну, слушай, не надо питать иллюзий про так называемый цивилизованный мир. Они шли к этому столетиями, а вот рассчитывать на сознательность там, или совесть нашего молодого бизнеса, ну, не приходится. Их надо убеждать, их надо заставлять, их надо принуждать, в конце концов. А как их думать о людях можно? Слушай, принудить можно кого угодно, к чему угодно, хоть к миру, хоть к социальной ответственности. Не знаю, давай поговорим об этом. Давай об этом поговорим. Золотое дно Зауралья. Все это отражается на качестве жизни, например, на здоровье. Почему некоторым добытчикам подземных богатств закон не писан? Ты должен вкладываться в эту территорию, и люди должны видеть от этого пользу. Заработал на природе, убери за собой. Все добывающие компании все нарушают. Копать нельзя сохранить, где поставить запятую. Разбираемся сегодня в «Честно говоря» на БСТ. В прямом эфире БСТ, программа «Честно говоря». Сегодня мы обсуждаем проблемы экологии и качества жизни людей в богатых на ископаемые районах республики. А также почему иногда вершки доходов достаются дельцам, а корешки отходов местным жителям. Добывать руду, золото и прочие подземные богатства – тяжелейший труд. Тяжелой техникой и взрывами поднять тысячелетние слои земли, потом отделить нужное и дорогое от того, что не пригодится. Все это бесследно не проходит для окружающей природы, так и для людей, живущих рядом с месторождениями. Тимур Давлетов продолжит. Баймакский район республики с давних пор считается золотой жилой нашего региона. Ведь, по сути, земля, по которой я сейчас иду, тоже может быть усыпана полезными ископаемыми. Да что говорить, здесь когда-то нашли золотой самородок весом почти в 5 килограмм. Сейчас в районе добычей полезных ископаемых занимаются сразу несколько крупных компаний. Как же сказывается деятельность золотарей на жизни местных жителей? Давайте узнаем. Это село Семеновское. Противостояние его жителей и золотоискателей компании «Семеновский рудник» идет не первый год. Людей пугают огромные отвалы промышленного мусора. Они видят в них экологическую опасность. На этой территории Семеновский рудник работает уже 15 лет. Совсем недавно компания расширила производство. Здесь возвели обогатительную фабрику. Новые рабочие места с высокой зарплатой ждут местных жителей, утверждает руководство золотодобытчиков. Это не совсем так, отвечают деревенские. Нам на руднике сказали, что полдеревни здесь работает. Какой полдеревни? Если полдеревни, там специалист есть, где-то человек 6, наверное, 7. То есть полдеревни там не работает, да? Неохотно было? Не, работали, когда фабрику строили. Ну, там закрылись. Ладно, туда не пошел, там обманули. Промышленная деятельность всегда несет экологический вред. С этим соглашаются в руководстве Семеновского рудника и обещают исправить ситуацию. Мы в какой-то степени нарушаем в пределах предельно допустимых значений, выработки делаем, отвалы создаем. Но это все рекультивируется. Это в дальнейшем все рекультивируется. Точно так же, как мы взяли на себя обязательства по рекультивации старой обогатительной фабрики Семеновской, ЗИФ.
И точно так же, как мы будем перерабатывать старые хвосты на своей фабрике. Мы сейчас неподалеку от деревни Ишмурзина. Вокруг меня лежат огромные отвалы отработанной руды. Их тут буквально миллионы тонн. Как говорят специалисты, все это добро можно переработать, так как из руды было добыто лишь 10% полезных ископаемых, а остальное все здесь лежит и отравляет окружающую среду. Это наследство, которое досталось жителям деревни Ишмурзина от башкирского медно-серного комбината. Компания добывала полезные ископаемые еще в 80-90-е годы и после должна была разровнять местность и посадить деревья, но обанкротилась. Это вот полоса, рудная полоса идет. Естественный фон радиационный очень высокий. Ну и естественный радиационный фон, но она, конечно, мешает. У нас и почвы, и воды поверхностные имеют некоторые повышенные содержания тяжелых металлов. А при разработке этот процесс усугубляется, усиливается, естественно, происходит загрязнение. Поэтому вот это вот экономический ущерб одно, потом экологический ущерб, все это отражается на качестве жизни, например, на здоровье. Если сегодня говорить о Баймакском районе, то по сравнению со среднереспубликанскими показателями, значит, в Баймакском районе выше детская заболеваемость, общая детская заболеваемость и подростковая заболеваемость. Это о чем-то говорит. Недавно жители Ишмурзина оповестили, что в скором времени рядом начнется золотодобыча. Геологоразведку уже провели. Но люди опасаются, что новая разработка обернется новой головной болью. Ну, Азат Шамильевич, вот последние 20-30 лет ситуация очень непростая там развивается в Баймаке. Это не сегодняшняя проблема, не вчерашняя, она копилась десятилетиями. Да? Скажите, пожалуйста, на какую социальную ответственность добывающих компаний, бизнеса вправе рассчитывать власть и население? Отвечу таким образом. Мы же обязывать, в общем-то, никого и не можем. Это всегда вопрос взаимных договоренностей, компромисса определенного. И здесь социальная ответственность бизнеса, она всегда индивидуальна. То есть на одной территории местные жители предъявляют какие-то требования, свои просьбы к промышленникам одного порядка, кому-то дорога нужна, кому-то школу подремонтировать, кто-то аллею славы хочет построить, да? Вот. Для третьих необходимо, чтобы только местные жители работали. То есть это всегда вопрос взаимных договоренностей. Вопрос диалога. Диалог нужен. Это вопрос творческий всегда. То есть он не бывает стандартизированным. Здесь только могут быть от власти общие рекомендации, что, ребята, хотите что-то здесь добывать. Одна история, когда получаете все разрешительные документы, надзорные органы вас проверяют. Другая история, что заходите на территорию мирно. Идите, общайтесь. Честно говоря, если деликатно выражаться, я так понимаю, что сейчас промышленники получают настойчивые рекомендации к социальной ответственности. Правильно? Я деликатно выражаюсь. В том числе. Но здесь вопрос в чем? Об этом Радий Фаридович тоже говорил. Межведомственная комиссия, она не только с одной стороны там, душить промышленников и так далее. Они у нас бывают разные. Есть же и положительные Есть примеры. И положительные примеры и среди малого среднего предпринимательства в том числе, и среди более крупного бизнеса, там, ну, Бурибаевский ГОК, допустим, да, более 300 миллионов рублей на рекультивацию, экологию направили в этом году. Поэтому есть разные примеры, и есть примеры, когда в производствах тоже местное население заинтересовано, они хотят, чтобы у них это появилось, и рабочие места, и бывает, что наоборот необходимо помочь этим предпринимателям, там, ну, условно, подключение к свету, к воде и так далее. То есть гибкий подход тоже нужен? Конечно. То есть государство, власть здесь как некий арбитр для того, чтобы интересы всего общества
были соблюдены. Баланс. Баланс Очень важный экономических интересов, экологических прав и так далее. И всего. Урал Салаватович, ну для того, чтобы вот этот я сейчас баланс тоже соблюдался, добавлю. да, Можно, ваши возможности вашего министерства вот крайне важны. Да. Продолжение темы добавлю. Вот почему возникает недовольство жителей? Да? Потому что отсутствует диалог между недропользователями и местными жителями, которые проживают там. Если бы эти недропользователи пришли бы, рассказали бы, что они собираются сделать, как разрабатывать, что после себя оставить, да, что все рекультивируют, то тогда бы такого противостояния Ну а разве местная администрация не в курсе, что у них там на земле? Вы знаете, я так понимаю, что администрация Семеновского рудника – это еще не самый плохой пример. Они, да, вот насколько мы с ними разговаривали, рудник, они понимают, что проблемы есть, и что-то пытаются сделать, да? Да, Семеновский рудник взялся за свой счет рекультивировать старый карьер, который до него разработал. Они рекультивируют сейчас не свои проблемы. Да. То есть, закрывают старые хвосты. Да. Закрывают старые хвосты, причем даже не этого столетия, насколько я понимаю, то есть там карьерам по 200 лет. Вы как считаете, это честно требовать с промышленников заботиться о тех, кто за забором живет? Конечно, считаю, что это необходимо. Просто проблема в том, чтобы на недропользователей это не легло дополнительным бременем каким-то экономическим. Это всегда ведь ляжет дополнительным бременем, это же и деньги нужны. Не всегда деньги. Вопросы совести? Не всегда деньги. Тут вопросы как бы и в технике могут быть. Вопросы контроля и ресурсов. Уважаемый гость, я предлагаю вернуться к нашему участнику, который находится в Баймаке, на Таналыке, и закончить тоже с ним разговор. Идель, вы нас слышите? Да, слышу. Идель, скажите, пожалуйста, все-таки, чего вы ожидаете вот от властей, от добытчиков вот в ближайшей перспективе? Что вам хотелось бы видеть в итоге? Именно если... По вашей ситуации, да. Да, по данной ситуации, во-первых, я считаю, что нужно вернуть реку в нормальный вид, русло восстановить, да, чтобы вода доходила в полном объеме до нашего города. И следующий момент – это именно рекультивация, потому что через эту дорогу, которая проходит, все туристы едут в нашу сокровищницу озера Талкас, и люди просто удивляются, почему здесь под боком города Баймак все это допустили, все время звонки там какие-то. Скажите, и мы просим... Идель, скажите, пожалуйста, вот в последнее время, да, вот в этом году уже, заметна активность руководства республики и властей для того, чтобы решить эту проблему. У вас какая-то уверенность появилась, что есть какое-то решение и свет в конце этого тоннеля? Уверенность есть, и мы очень надеемся и просим наших властей, нашего главу республики Ради Фаридовича Хабирова, чтобы именно они все-таки особое внимание обратили на это и здесь принудили, я не знаю, как это правильно сказать, чтобы золотодобывающие компании работали именно сообща с населением, чтобы население понимало, что они и как они будут делать, и несли социальную какую-то ответственность, социальную нагрузку. Да, то есть благо получали не только себе, но и благо получал народ. Наше население. Идель, спасибо. Ваши мысли понятны. Собственно, вы продолжаете то, что вот о чем мы сейчас говорили. Идель, большое спасибо, что приняли участие в нашем разговоре. Это очень важно. Ясно, что нужно искать компромиссы в треугольнике экология, промышленность и социальная жизнь. Перекос в чью-либо сторону чреват. Давайте послушаем мнение нашего эксперта. Если ты на этой территории зарабатываешь, соответственно, ты должен вкладываться в эту территорию, и люди должны видеть от этого пользу. В противном случае люди видят только обратную сторону. Это пыль от добычи, да, это разрушение природных систем. Законодательные требования есть. Этические требования, и мы должны находить в этом баланс. Без этого баланса, соответственно, вы можете работать по закону, и тогда и миритесь огромное количество жалоб, которые приходят в ваш адрес со стороны общества, да. Но государство в этом плане тоже не должно оставаться в стороне и, конечно же, регулировать, общаться и с бизнесом, и с обществом, требуя от них одно от других и, соответственно, ставить какую-то точку в этом вопросе. Собственно, все последние спикеры, включая вас, говорят о необходимости диалога. Это очевидно. Азат Шамиль, скажите, пожалуйста, а вот какие-то ставятся конкретные сроки главой, который держит ситуацию на контроле, для решения этих вопросов? Сроки, безусловно, ставятся.
То есть сроки озвучиваются в кратчайшие сроки, незамедлительно. Еще вчера. Еще вчера, да, провести определенную ревизию, взять на контроль, поставить на какой-то условный баланс те карьеры, которые у нас есть, выстроить диалог со всеми недропользователями, которые уже ведут свою деятельность и которые планируют заходить на территорию республики. Поэтому, на мой взгляд, две основных вещи. То есть государство должно осуществлять контроль путем межведомственного взаимодействия, поскольку полномочия раскиданы по разным органам, региональным, федеральным. Это, во-первых. Во-вторых, власть должна помогать организовывать диалог, о котором идет речь. То есть иногда диалог застревает на уровне инициатив компании, где-то местных жителей, местных администраций. Как посредник, как проводник. Да? Как проводник, как посредник, да. И я думаю, что мы вот как арбитр, с Уралом Салаватовичем работают и комиссии на системной основе, на рельсы выстроим. То есть вот ежемесячно у нас, я думаю, что одно-два заседания этой комиссии будет У меня проходить. такой вопрос. Вот с учетом того, какое внимание сейчас власть начала уделять данному вопросу, изменится ли, Алексей Николаевич, условия выдачи лицензий тех же самых? Будет ли по-другому строиться работа по их выдаче разрешений? Скажите, вот честно говоря. Да, конечно. Надеюсь, что... Вы же не можете не учитывать то, что происходит? Надеюсь, Вы будете доносить то, что... Администрация будет активнее работать, районов именно, при выдаче, высказывать свое мнение. Угу. Если будут какие-то... То есть сейчас она высказывает свое мнение, это мнение идет, грубо говоря, хочу, не хочу, дам, не дам, там, разрешение мое поле вспахать. Вот это законодательно никак не закреплено. Если у них будут какие-то претензии, именно описанные в законе, законодательно закрепленные, то, конечно, это может повлиять на решение комиссии. Даже не может, а точно повлияет. То есть законно обоснованно? Да, конечно, да, именно. Понятно, спасибо. Урал Салаватович, вашему ведомству принадлежит ключевая роль, да, вот во всем этом процессе. Расскажите, вот коротко, ближайшие важнейшие шаги. Ближайшие важнейшие шаги, вот мы сейчас хотим поставить в реестр все нерекультивированные карьеры. То есть сейчас мы собираем информацию по всем прекращенным лицензиям. Также обобщаем по выявленным незаконным карьерам. То есть вот сейчас все соберем мы и придется... Я прошу прощения, плетняк тоже туда входит? Тоже входит. Тоже проблема, да? Тоже, это общераспространенные полезные ископаемые. То есть сейчас мы этот реестр составим и придется ногами пройтись по всем этим карьерам, посмотреть, которые рекультивированы, которые не рекультивированы, и уже потом же заставлять... Сколько это по времени составит? Сколько по времени составит? Я думаю, в течение месяца-двух... Будем рассчитывать, что действительно министерство добавит и людей, и технику, и возможности, и этот процесс пойдет активнее. Именно Учалы и Баймак, Абзиловский район. Уважаемые гости, вам огромное спасибо за то, что пришли и даже прилетели на разговор. Он получился конструктивным, живым и, главное, честным. Честно говоря, экология окружающей среды касается всех и каждого. Да, безусловно, развитие производства – это экономика, налоги и рабочие места. Но есть вещи, на которых экономить нельзя. Почва, воздух и вода у нас общие. И если без принуждения к экологической ответственности не обойтись, значит, надо принуждать и договариваться, чтобы не наступил полный химпром. До свидания. Берегите себя, своих близких и природу. Смотрите, честно говоря, на канале БСТ и во всех соцсетях страны.